У школьной охраны ручные металлоискатели, на входе стационарная рамка. Службу несут сотрудники ЧОПа. Договор на охрану здесь действует весь учебный год. Кроме того, привлечены дополнительные силы. Усилили безопасность. Нам предоставили 2 охранников Росгвардии. Весь коллектив у нас еще раз прошел инструктаж. В 174-й школе установлены 3 тревожные кнопки. Все подходы к зданию контролируются через камеры видеонаблюдения. Все вокруг школы, все видно. Вот центральный вход видно, задний двор видно. Если что-то подозрительное заметите, куда нажимать? Тревожная кнопка у нас. Здесь, в 174-й школе, выпускникам 175-й гимназии предстоит завершить учебный год в очном формате. Уроки для 3 9 и 1 11 класса будут вести их же учителя из 175-й гимназии. Для занятий подготовили несколько кабинетов. Тесноты не будет. Мы выделили кабинеты за счет уплотнения других, допустим, работы кружков, работы ГПД. У учеников остальных классов будет выбор – учиться дистанционно или очно. Сегодня и завтра проходят родительские собрания по параллелям. И если родители выскажут желание все-таки обучаться очно, продолжить, то мы будем рассматривать различные варианты, в том числе и присоединение этих детей в класс 174-й школы. Для первоклассников 175-й гимназии для очного обучения созданы дежурные классы в 171-й школе. Последний звонок для выпускников гимназии, где произошла трагедия, прозвенит в соседней школе. Сейчас предстоит решить, совместно или отдельно проводить это мероприятие. Для всех тех, кто нуждается в информации. Сейчас всем пострадавшим и их близким, в том числе учителям и родителям, оказывают помощь 150 психологов. Также организованы прямые эфиры в соцсетях. На них дают советы как родителям и детям справиться с тревожностью после трагедии в Казанской гимназии. При детях, папам и мамам нужно вести себя спокойно, советует психолог Эльвира Башлай. Первое, что делает родитель, он демонстрирует своим примером спокойствие, уверенность и создает зону безопасности, комфорта, находится рядом. Никогда не додумывать те вещи, которые, может быть, никогда не произойдут. А в школу отправлять нужно, и сегодня мы знаем, что будут приняты самые серьезные меры безопасности. Психолог Марина Белоусова сегодня дала советы, как помочь родственникам и друзьям в момент горя. Она отметила несколько важных моментов. Что мы можем подарить своим близким? Время. Вот это бесценно. Мы можем подарить им любовь, которую мы капсулируем во время. Когда нам отдадут эту любовь в виде внимания, времени, я сюда не смотрю, мне не важен этот телефон. Я хочу быть только с тобой, я хочу смотреть только на тебя, я хочу слушать только твои рассказы о школе, о твоих каких-то дурацких «Мстителях» или там каких-то сериалах, которых я не могу запомнить. Я хочу тебя слышать. Может быть, вот про это надо сейчас думать в семье. С психологами в ближайшие дни состоятся еще 5 прямых эфиров. Их трансляцию и запись можно посмотреть на портале правительства Татарстана правтатарстан.ру и на YouTube-канале пресс-службы президента республики. Также работает телефон горячей линии 294 96 10. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.